лучше видно. Всем большой привет, друзья. 17 января у нас на календаре. 4 дня нас не было на Печоре, потому что стояли морозы. Смысла не было долбить, не было свежего снега. Вчера снег свежий выпал и потеплело у нас. 16-15. И ожидается снегопад. Свежий снежок есть, можно засыпать лунки. Они, правда, жестко замерзли за эти морозы, потому что были засыпаны твердым снегом. Вон, как видите, они уже стали малюсенькие, глубокие колодцы. Еле-еле отковырял. Но отковырял. И сегодня, по идее, у нас должна была быть последняя проверка. Ну, посмотрим по результатам. По крайней мере, потеплело. Как бы хочется порыбачить на удочке. И так как у нас еще есть немножко мальков, пока они совсем не закончатся, скорее всего, пусть пока они повисят, закончатся, вот тогда и поднимем. Думаю так. А по большому счету все зависит от сегодняшней проверки. Поймаем что-нибудь. По крайней мере, предпоследняя проверка, которая была у нас когда? 13-го, да? 13 или 14 января. Когда у нас было, я уже не помню. Вы сами видели, не было никакой надежды, но хлоп-хлоп, 3 азя, 4 налимчика поймали. И как бы, чем черт не шутит, а вдруг? А вдруг сегодня еще будет такой улов, что вообще не захочется поднимать и будем ловить ершей. По крайней мере, завтра планирую приехать сюда, половить ершей. В общем, будет видно. Приступаем к проверке. Поехали. Так. Ну, что нам скажет Печора-матушка сегодня? Печора-матушка говорит, тишина, пока ничего. Живец дохлый и второй дохлый. Третьего кто-то украл. Что-то подходило. Что-то подходило. Ладно. Значит, что-то живое еще здесь есть. Небольшая натяжечка есть. Ух ты! Был пацан и нет пацана. Без него на земле весна. Вот такой вот налимчик. Уснул, не дождался. Хотя уснул только-только. Наверное, ему еще и сны снятся. Вон жабры красные. Только-только сегодня уснул. Пару часов назад, может быть. Так что ничегошеньки с ним не случилось. Первый есть. Что, он даже может шевелиться? Нет? Не, только-только уснул. Или притворяется. Одно из двух. Начало уже есть. Венцкадан. Ну что, поехали дальше. Минус 15. Такое ощущение, что на улице плюсовая температура. Ветра практически нет, падает снежок. Оделся немножко даже чуть легче, без флисовой куртки. Но употел уже полностью. Вроде бы и не сильно замерзла, но сантиметров 10 промерзла. И надо подолбить. Так, что, натяжка что ли тут? Что-то, да, вроде натянуто. Живец. И что там? И все. Ладно, пока оставим. Потом разберемся. Так, еще луночка готова. Опа, опа, опачки, 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 опачки. Что-то непонятно. Где ты там? Что ты там? Куда ты там? Вот такая вот парочка. Твикс-твикс. Сладкая парочка. Не крупные, но где-то примерно по полкило каждый. Оба точно, этот где-то если 400, этот 600 точно есть. Два налима от Янцкадан.
на жареху уже есть. Хорошая жареха уже. Красота. Так что пока мальки не закончатся, мы еще порыбачим. Мы еще порыбачим немножко. Все, наживляем, отпускаем. Завтра придем, посмотрим. Если поймаем ершей, наживим вот эти крупные крючки. Вот эти крупные крючки. Вот эти. Вот такие вот крупные крючки на ершей. И может быть еще клюнет что-то еще и посерьезнее. Фу. Здесь никого. Хотя одного живца нет. Ёрш на месте, малек один на месте. Одного живца своровали. Значит, кто-то здесь был. Опачки. Опа. Что показалось? Или что-то дернуло? Показалось. Блин, сердце ёкнуло. Хотя, может быть, что-то и было. Последний крючок пустой. А когда палку поднимал, как будто такой рывок был. Может быть, что-то и было. И сошло. Или крупный язь, или налим. Что-то... Ну, что-то показалось так. Я только поднял, тук, удар в палку. Через палку чувствуется, когда уже что-то крупненькое. Ну, нет так нет, ушел так ушел, что теперь? Так, на той палке ушел. Может быть, сюда кто-то пришел? Кто-то, кто-нибудь. Никого. Никогошеньки. Еще и крючок об лед зацепился. Ладненько. И здесь никого. Здесь даже все живцы на месте. Никто не проплывал. Или кушать просто не хотел. Ладно. Еще не вечер. Так. Смотрим дальше. Здесь у нас тоже никого. Все живцы на месте. Что-то небольшое идет. Ух ты! Тоже не дождался малыш. Как малыш? Подросток. С полкилограмма-то точно будет. О! Живой еще. Жабры красные. Глаза живые. Притворяется. Или только-только кимарнул. Ничего с ним не будет. Даже жабры красные. Жабры даже не побелели. Пойдешь на жареху. 4-й. 2 таких налима, полная сковородка. Большая сковородка на всю семью жарехи. Вон 4 налимчика. Считай, 2 сковородки уже есть. 2
вкусных, сытных ужина. Еще палочка готова. Палочка. И выручалочка. Или нифига не выручалочка. Ну. 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 Гну, блин. Нифига не выручалочка. Хотя вот раз крючок и два крючок пустые. Кто-то здесь был. Возможно, может быть, и язики. Может быть. Так. Ну что, все как обычно. Оживляем. Ой, отпускаем. Может быть, кто-то спросит, почему я не показываю все подряд, как наживляю, как все смысл. Если кто смотрит на моем канале, если кто впервые, просто перелистайте несколько роликов назад, установку, все такое. Я как бы все подробно рассказываю, показываю на первых видео, как только начинаем мы рыбалку. А потом одно и то же показывать не вижу смысла. Вот так вот как-то это происходит. Когда тепло, хорошо, без ветра, минус 15, после мороза это уже теплынь. Это как будто бы уже и весна наступила. В этом году ни одной оттепели еще с начала зимы не было. Вот начало декабря, там, когда мы только начинали рыбачить 2-3 числа, там было немножко тепло. Плюс один даже, минус 1, минус 2. Все страдали, что нет морозов, что нет льда на реке. Ага. Появились и морозы, и лед на реке. И немножко уже поднадоело. Хочется уже тепла. Хотя бы вот такого тепла. Минус 15 без ветра, это самое то. Это красота. Вон я даже без рукавицы, руки не мерзнут. Фух. Так. Пошли дальше. Так, леска где-то в стороне. Но живцы на месте. Даже один живой. Так что здесь тоже у нас никого не было. Еще готово. Палочка, выручалочка. Так, что-то накрутили здесь. Что-то навертели. Ага, что-то есть. Ох ты, красавец! Вот это красавец, вот это Янцикадан. Смотрите, смотрите, кто к нам пожаловал. Вон такой красавец Хариус, вон красавец какой Янцикадан. Ну вот как вот поднимать палки, а, когда клюют вот такие вот красавцы. Я же говорил, тут на глубине, на камнях Хариус будет. И мы поставим сюда вставные удочки вот таких красивых. Ароматных харюзов мы еще половим. Вот это Янцикадан. Вот это красота. Счастья у меня нет предела. Самые крупные в этом сезоне были харюза, но помельче. Вон на какие крупные крючки. Но этот не совсем крупный. Ну на малька, на крупного малька считай. Вон такая. Грамм 800 точно будет. Янцикадан. Вон как накрутил, навертел. Я сразу понял, тут что-то нечисто. Так что мы еще здесь ближе к весне харюзов половим. Так, ну что, настроение у меня теперь на высоте. Опа-на, продолжение будет, нет?
Так. Натянуто? Нет. Нет, здесь никого. Здесь был ёрш. На месте, малек на месте и третий на месте. Здесь не проплывал. Вот здесь течение уже не так. А вот там вот ближе к берегу рюзец клюнул. Там тоже глубоко, как бы, но камни и течение не такое сильное. Запомнили мы это место и обязательно там попробуем с вставными удочками, потому что с обычными там не порыбачить, с таким течением унесет, а вставными будет можно. Сколько здесь я на верхнем участке уже собирался поднять, но то крупный окунь, то крупный налим все удерживали меня. И, как оказалось, не зря. Не зря. Так что пока есть мальки, палки поднимать. Тем более в такую погоду прекрасную 100% не будем. Хрен знает. Может, уже прошло глухозимье, может, уже весна для них началась. Не знаю. Бывает в январе-феврале ловится лучше, чем в марте. Это на лесных речках 100% так. А тут, возможно, может тоже так. Может, ну, декабрь-то уже прошел, середина января, считай. Завтра уже крещение. Только у нас вместо крещенских морозов крещенская оттепель пошла. Ну, как оттепель? Потепление относительно 30-градусных морозов. Хотя сегодня по телевизору смотрел, в Сибири там до 50 где-то мороза уже, где-то там снегопад. А у нас, Янцикадан, бывает и такая райская погода, как у Христа за пазухой. Так что Коми-край, он как рай. Самый лучший. Очень рад, что здесь родился. Очень рад, что здесь живу. И не нужны мне никакие другие рыбные места. Пусть здесь рыбы даже поменьше, но она самая вкусная. Печорская рыба самая вкусная, самая лучшая. Ой. Печора матушка, что ни говори, все равно кормит. Без рыбы мы еще ни дня не сидели. Вот так вот. Как-то вот так вот. Предпоследняя палочка. Где-то в этом районе у нас был здоровенный окунь крупный. Примерно в этом районе. Но сегодня здесь никого. 2 крючка. Одного малька украли. Второй подох. Что-то было. Так, друзья, я думал, это предпоследняя. Оказалось, она последняя палка. Там уже палка, поднимали ее в прошлый раз, а ту мы уже проверили. В общем, все. На сегодня проверка у нас закончилась. Вот такой вот прекрасный сегодняшний улов. Не дело не в количестве, а зато он в качестве. Вот такой вот хорезище крупный. И вот такие вот жаренки. Полкилограммовые где-то налимы. Вот, ну, блин, прилипли. Отлеплять надо. 1, 2. 3. И 4 чуть поменьше, может грамм на 400. Вот такой вот улов. Так что у нас еще получается глухозимье. Или, ну-ка, тихо. Или пока еще не наступило, или уже прошло, я не знаю. Но собирался сегодня поднимать палки. У меня мальков вот еще немножко есть. 3. Ну, с десяток, наверное, с десяток мальков. И там в одной бутылке еще где-то штук 5. Так что мы еще пока рыбачим. Не знаю, приду ли я на проверку завтра. Каждый день проверять смысла нет. Но послезавтра приду обязательно. Так что пока еще мы с Печорой не прощаемся. Пока еще на лесные речки не едем. День еще очень короткий. Будет февраль. Будут поездки на лесную речку. Пока еще рано. Успеем.
будет оттепель, снег уплотнится, вода выступит, вода замерзнет. Потому что сейчас, я так думаю, очень много наледи. Это мое предположение, потому что в январе наледи много, в феврале уже лед, как обычно, сухой. Но это когда как. В общем, не знаю, что будет у нас в феврале, но пока мы на Печоре, пока мы ловим. И пока улов есть. Так что надолго не прощаемся. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Напоследок сейчас, друзья, сделаем короткое включение и покажу, как размывают берега. Вот. Тут все было замерзшее, тут уже был лед, сейчас вода упала. И снизу бьют ключи, и берега начало промывать полностью, уже очень опасно. Но я сегодня как бы пешком прошелся вон. Вроде пока еще прошел. Но лучше проверять, пешком или на лыжах. Вон, смотрите, все берега растаяли. Вон, видите, да, вон. Вот она, вот. Вон. Все растаяло. Прямо берег. И вот тут тоже растаявшее все. Возле берегов. Но тут хоть я кусты кидал. А так, может быть, скоро здесь оторвет. А потом, где ехать, я не знаю даже. Посмотрим, будет видно. Ладно, все. Скоро увидимся.